Депутаты Госсовета утвердили повестку предстоящей сессии. Один из законопроектов касается жителей подтопляемых поселений. Формулировки в нынешнем законе о социальных выплатах дают право получать субсидию на приобретение жилых домов только гражданам, проживающим в поселках, расположенных вблизи подтопляемых береговых линий. Вне закона остаются многие жители деревень и сел. Между тем, затраты на укрепление береговых линий порой в разы превышают расходы по строительству жилья для переселения людей. Для того, чтобы вот этот пробел законодательный устранить, внесено предложение депутатом Лейфридом о переформулировке с поселка сельского типа на сельский населенный пункт. На личных приемах в Усинском районе, в Уссылимском районе очень часто такие вопросы от жителей звучали. Так, например, село Щельябож, село Мутный Материк, деревня Захарвань, деревня Денисовка Усинского района. Жители постоянно находятся под угрозой разрушения. Кроме того, парламентарии обсудили вопрос обеспечения жильем детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Сегодня в республике около 5000 таких нуждающихся. Около 500 уже получили положительное решение суда. Чтобы добиться увеличения размера субсидий с федерального бюджета, народные избранники обратятся за помощью к коллегам в Госдуме. Тем временем муниципалитеты ищут способ предоставить достойное жилье. Вторичный рынок часто не проходит по требованиям, ужесточилось строительное законодательство. Вы знаете, что вступили изменения в законодательство о долевом строительстве. Сегодня изменились условия, в том числе финансовые. И те подрядчики, которые нам строили на эти небольшие дома, как правило, это 8-квартирные дома, двухквартирные, они не готовы исполнять, у них нет такого уставного капитала. И сегодня мы пытаемся перенять опыт других регионов Российской Федерации. Это Свердловская область, в частности, мы делали анализ по программе переселения в Республике Коми некоторых районов и попытаемся заключать договора инвестирования в строительство. Такая новая форма, она похожа на долевое строительство, но пока не распространяется на нее те требования, которые определяются к долевке. На муниципалитеты ложится и финансовое бремя за неисполнение судебных решений. За 5 лет из местных бюджетов на штрафы направлено более 20 миллионов рублей.